Но для чего мы собрались сегодня? Понимаете, меня удивляет лично и возмущает одна вещь. Я выступаю здесь от своего личного имени, как депутата, как председателя постоянной комиссии. С членами постоянной комиссии мы не принимали решения, но я по телефону обговорил. Я думаю, что мы примем соответствующие решения. Поэтому члены комиссии проинформированы, что я проведу сегодня пресс-конференцию. Потому что фактически идет информационная война и зомбирование людей на предмет объединения Республики Молдова и Республики Румыния, вернее, аннексия Республикой Румыния, Республики Молдова. Нас успокаивают, что все это сказки, что это все. Даже у нас, мы сегодня, когда были в поездке, возникал вопрос, там советник спикера парламента Георгий говорил, что, господин Бургужин, что же вы беспокоитесь, не надо беспокоиться, все будет в порядке. Но учитывая, что такие, кто прочитал внимательно и господина Пую, что он предложил, стратегию объединения, а я считаю, что это не он предложил, он просто озвучил его. Там работают целые институты над этим, а не только господин Пую. Там целые институты работают, вот они программу свою, и господин Пую от своего имени озвучил. Это механизм, в принципе, нормальный, применяется всегда и везде. А меня в этой ситуации очень волнует и беспокоит то, что руководство Молдовы молчит об этом, не высказывается. В таких случаях обычно Министерство иностранных дел, что они зарплату получают, что ли, или они работают в унисон, получается. Обычно Министерство иностранных дел любого государства для защиты своих национальных интересов, суверенитета и так далее сразу выступает с соответствующей нотой протеста, что вмешивается во внутренние дела и так далее. А здесь молчок. Хорошо, предположим, президент уходит, он молчит. Хотя его позиция ясная, он говорит, что парламент молчит, правительство молчит, Министерство иностранных дел, орган, который обязан в первую очередь это делать, молчит. Это говорит о том, что посмотрите, как бросы идут потихонечку, наших людей приучают к тому, что это будет, ребята, хотите вы или нет, но это будет, что зомбируют людей, чтобы это было. Уже дошло до того, что людей будут продавать как баранов, оптом туда, оптом сюда, 10 туда, 100 сюда, пожалуйста, как баранов, не спрашивая их мнения. И не стесняются этого. Мало того, Гагаузию как государственно-правовое образование в этом торге, в этом объединении вообще не учитывается. Что там? Куда они денутся? Что там? Кто-то под ногами путается. Хотя, я думаю, что зря это делают они. Не надо забывать, что мы провели референдум, что у нас есть автономия. Нас не устраивает то, что они для гагаузов уже у себя отвели роль как венгерскому национальному меньшинству. Я еще раз хочу повторить, что гагаузы не национальное меньшинство, кто бы как бы ни кричал. Гагаузы – народ малочисленный, гагаузский государствообразующий гагаузский народ на этой территории. Это закреплено и в международных документах, и в законе об особом правовом статусе. И на этом точка. Никто не должен думать даже и говорить о том, что национальное меньшинство, даже если предлагают, как сейчас вы обратили внимание, если на этот проект или прожект, скажем так, если вы обратили внимание, то предлагаются баснословные деньги, что мы душу продали память предков за... Может быть, и не мнимые, но я считаю, что в основном в общей сложности это будут мнимые блага в будущем. Если считали, что 20-25 лет будут платиться и так далее. Эти 15 принципов внимательно прочитали и 8 этапов достижения. Я думаю, что к 2018 году до
они дойдут до того, что если так же будет продолжаться, что у нас будет горячая фаза гражданской войны, объединения. Просто так, я уверен, что объединения как такового поглощения не будет. Как бы американцы не хотели, чтобы их как говорить, чтобы было мягко, культурно, их протеже, скажем так, чтобы не поглотила Румынию, потому что игроком здесь идет большая геополитическая игра. Американцы фактически Европе выкручивают руки, с этим надо согласиться, чтобы Европа закрывала глаза на действия самой бедной страны в Европе, Румынии, чтобы она поглотила, или по поглощению самой бедной страны в СНГ, Молдову. Поэтому, хотим мы или нет, это вопрос, вот посмотрите, что пишут здесь, что даже важная часть апостолов просвещенного и проевропейского молдаванизма признают, что объединение – это возможность выйти из маразма. Но я думаю, что маразм не только у нас, а и в Румынии маразм. То, что у нас в стране маразм, это никто не хочет, не сможет отрицать. Ну, идем мы, не соблюдаем Конституционный суд, творит беззаконие, во главе Конституционного суда анархия идет, мы молчим. Хотя по закону мы обязаны выполнять. Конституционный суд обязан не вмешиваться, не принимать политические решения. Но оно принимает. Но есть... В Румынии сидят в этом. В Румынии тоже граждане Румынии не выполняют заказ, ребята. Поэтому вопрос стоит в этом. Но чуть дальше он говорит, что смысл истории, вот когда объединятся, поймут смысл истории. В чем смысл истории поймут все граждане? Уже он пишет, что 25% в общей сложности, все опросы показывают, даже русофобские, что 25% населения Республики Молдова желают... Русофилы? Русофилы? Нет, да, русофильские, да. Признают, что 25% населения, я более корректно говорю. Как корректно? Русофил, русофоб это анти... Русофилы, да. Они 25 не понял. Они говорят. Фил это люблю, фоб это отрицаю. Что за? Да я понимаю это, мэн. Все, пошли дальше, вам. Все. Поменяемся местами? Нет. Да? Корректно надо быть. Так я же... Все понял. Я просил бы тоже быть понятным. Даже исходя из этого, они говорят, что поймут смысл истории. А в чем смысл истории понять? Что правительство Королевской Румынии с 18 по 40 год проводило в отношении гагаузского народа политику этноцида? В этом смысл истории, что ли? Они просто пытаются заболтать, все хорошо. Да, идет борьба, допустим, в Республике Румыния более успешно идет борьба с коррупцией. Но обратите внимание, коррупционеров кого сажают? Кто не угоден Соединенным Штатам Америки? Кто начинает? А остальные все коррупционеры сидят на своих местах и продолжают. В этой связке с появлением этого пресловутого плана, сейчас говорят, что это план Пую, допустим, а я считаю, что это разработанные аналитиками, экспертами совместные, что работают американцы, план, просто там целые институты работают над объединением, это просто он озвучивает. Одновременная подача заявления господина Траяна Бесеску с женой о получении гражданства Республики Молдова. В том, что они получат гражданство Республики Молдова, в этом, наверное, сомнений ни у кого не должно вызывать. Наш президент республики заявлял, что этот очень быстро, и он имеет право по закону, он быстро им даст это гражданство. Но дальше уже про кого будут продвигать и как продвигать, я думаю, что проблема не должна никого не беспокоить в этом плане. Они будут продвигать это. В этой ситуации я бы очень хотел, чтобы на этой неделе или на будущей неделе, если руководство Республики Молдова молчит, то политический орган автономии, Народное собрание,
собралось бы и провело специальную сессию по этому поводу, с одной стороны. С другой стороны, я не слышу с нашей стороны общественные организации согласны с таким планом, как этот пресловутый план господина Пуи, который называют, и так далее, с планами тихой, практически наглой, ползучей, как еще, какие эпитеты придумать, поглощение или аннексии Республики Румыния Молдовы. Потому что это на самом деле, обратите внимание, вопрос стоит так: никаких референдумов, парламенты примут принципы, объединяться, они и так проводят сейчас, объединяют все, что можно и невозможно. Совместное заседание парламента вводят, и все. Тебе 1 к 5 все делается, все расписано как по нотам. Дальше должно идти так, как и идет. Смотрите, первый раз, второй раз, люди начинают потихонечку привыкать к этому. Что все равно, что бы мы ни делали, оно будет и так далее. А это неправильно. Я считаю, что это неправильно. Это не должны решать ни Вашингтон, ни Бухарест, ни Кишинев. Это должен решать народ. Мы свое слово сказали, когда провели референдум. Вот в защиту этого я бы хотел, чтобы выступали, в первую очередь, чтобы у нас законодательный орган собрался и заседал с приглашением исполнительного комитета, представителей общественности, может быть, даже не здесь, а где-то, где больше населения, больше вместимый зал, и одновременно, чтобы у нас общественные организации высказались по этому поводу. Первое. И второе. Я думаю, что надо будет, чтобы каждый депутат, да и общественные организации в селах посмотрели, как люди относятся к таким высказываниям. Провели сходы граждан, объяснили, что как, услышали. А вдруг люди хотят к этому, и мы зря говорим. Вдруг... Поэтому мы должны людям объяснять, чтобы они не боялись, что... Вот, потому что я вот сегодня взял с Авдармы 2 женщин и говорят: а что наши бежападжиш, юрада бляда волжик бляшангерм хепшишела. Понимаешь? Нельзя, понимаете, нельзя этого допускать, надо всегда давать отпор, всегда ответ давать. Информационная война, это очень коварная вещь. Это не то, что вот взял, дерешь, видно, ножевая рана и так далее. Это душу человека фактически меняет, зомбирует душу. Поэтому в этом плане я очень боюсь, что нас... Здесь, смотрите, еще один момент, я на что хотел обратить внимание. То, что когда сейчас готовился у нас доклад ЕС по Молдове, вообще оттуда по настоянию Бухареста и американцев был исключен пункт о национальных меньшинствах на территории, в этом, что, так и так далее. Был исключен пункт вообще. И вообще сейчас разговор идет не о евроинтеграции, вообще разговора нет, даже в этом плане разговора нет о евроинтеграции, и в том отчете нет разговора о евроинтеграции, а о Румынии. Обратите внимание, какой уже крен идет. До сих пор была пресловутая евроинтеграция, а уже крен в Румынию. Поэтому я вот попросил, чтобы вы собрались высказать, что в Гагаузии, в Народном собрании, во всяком случае, наша комиссия, на данный момент, я могу говорить только о нашей комиссии, потому что я говорил официально с нашей комиссией, не согласны с такой постановкой вопроса. Мы... коллеги тоже, председатель комиссии тоже не согласны, я не знаю, они говорили или нет со своими коллегами по комиссиям, но не согласны. Мы, как политический орган, должны собраться и высказать свое мнение, потребовать от руководства Республики Молдова выполнить свои конституционные обязанности, защитить Республику Молдова как суверенное независимое государство. А этот парламент Республики Молдова, который сейчас избран,
Он избирался не для того, чтобы принимать декларации и просто промолчать, чтобы и обнялся, для того, чтобы защищать эту конституцию, потому что конституционные принципы были заложены в выборы этого парламента, который сейчас действует, и депутаты, в том числе и те, которые избраны в партиях, но являются жителями Гагаузии, тоже также должны четко выступать и сказать о том, что нужно противодействовать этому. Смотрите, что пишет в 15-м заключительном пункте, что пишут. Я зачитаю, потому что это очень интересно. Единственный способ произвести максимальные окончательные эффекты принадлежности к евроатлантическим структурам безопасности НАТО, европейским политическим структурам ЕС – это помещение территории между Прутом и Днестром под полное управление румынских законов. Любой другой подход лишь усложнит процесс воссоединения, поставит его под угрозу. У Румынии сегодня есть законодательство и практика, соответствующие евроатлантическим, и это козырь следует перенять и для объединенной Румынии. У нас нет ни времени, ни институциональных ресурсов на проведение экспериментов. Они против, они предлагают выйти, допустим, из переговоров по Приднестровью 5.2, сделать Кишинев, Россия, Румыния. Дальше предлагают обмен населениями. И чем раньше Румыния начнет массированно инвестировать в Республику Молдова, она уже делает, тем меньше будут издержки в случае воссоединения. Если мы сегодня запустим проект этого фонда, он начнет свою деятельность до конца 2016 года и позволит сэкономить до 25% от бюджета воссоединения, то есть даст сэкономить до $2 миллиардов в год, если воссоединение произойдет в 2018 году, так как мы все это желаем. Вот видите, к чему все это будет. И воссоединение может и должно быть включено во все сценарии будущего как опция, подтвержденная моделями и расчетами по финансовой поддержке. А это сейчас на практике у нас реализуется. Финансовые все поддержки реализуются. Как бы европейцы не сопротивлялись, американцы давят это. И поэтому сейчас дело остается за нами. Если мы пойдем как бараны на заклание, пожалуйста. Если будем сопротивляться как люди, тоже нормально. Но я думаю, что мы останемся, будем все верны тому, что сказал наш народ, когда мы провели референдум о том, что АТО Гагаузия при таком развитии событий АТО Гагаузия становится независимым государством со всеми вытекающими отсюда последствиями. И мы должны сейчас об этом четко и ясно сказать и обратиться в парламенты и Турецкой Республики, и Российской Республики, и информировать в том числе и руководство Европейского Союза об этом, и руководство соседней Республики Румыния, что не будет парадного вхождения, куда как они желают. Мы не желаем, мы желаем жить в свободной, демократической, нейтральной, независимой Республике Молдова. Если они это хотят услышать еще раз, пусть услышат. И пусть мы будем тогда хорошими соседями, но никак мы не сможем быть младшими братьями или рабами, как они пытаются. 1 к 5 – это уже рабовладельческий принцип деления полномочий.